Вопрос реформирования Конституции стоит в абхазской повестке не первый год. Из-за несовершенства отдельных ее статей страна периодически попадала в зону политической нестабильности. При разных президентах создавались комиссии по конституционной реформе, где в приоритете стали вопросы перераспределения полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти. Но проходило время и ничего не менялось. И вот в 2022 году президент направил проект закона по конституционной реформе в парламент. Недавно депутаты приступили к его обсуждению. Посмотрим, что из этого получится. В нашей стране уже давно перестали делать вид, что нынешняя система разделения власти работает эффективно. По словам общественного деятеля и члена комиссии по конституционной реформе Алхаса Тхагушева, не может все зависеть от воли одного человека. У парламента должно быть определяющее влияние на формирование правительства и его работу. Это даст возможность снизить вероятность политических кризисов, которые периодически сотрясают страну. Эта система не предполагает здорового баланса. Она не предполагает того, что мы, например, не первые с этим сталкиваемся. Система сдержек и противовесов, разделение ветвей – это все как бы возникло не на ровном месте. Люди ровно теми же проблемами сталкивались, и они в какой-то момент поняли, что нельзя власти давать быть бесконтрольной. Нельзя делать так, чтобы власть только от самой себя зависела. Да? И тогда они разделяют, и тогда появляются суды, вполне себе независимые, тогда появляется парламент, вполне себе независимый. И эти три части, они уравновешивают друг друга. В этом смысл всей вот этой как бы темы с конституционной реформой. У нас дисбаланс. Любой дисбаланс, где угодно, я не знаю, в питании, в чем угодно, это всегда нехорошо. Это всегда приводит к проблемам. Но у нас это привело к реальному. То есть мы не должны как бы по этому поводу много фантазировать. Сама жизнь говорит нам: ребята, 2004 год помните? Ну, вроде бы помним. Ну, может быть, совсем молодые ребята, которые там прям школьники, ну, они могут вспомнить 2014-2015 год. Или мы можем вспомнить вот последнюю смену власти. Это всегда колоссальный стресс. Стресс для всего нашего общества. И даже страшно представить, к чему это может привести. А почему это происходит? А происходит это потому, что президентская форма правления во всем мире, не только в Абхазии, имеет свои издержки, серьезные минусы. Да? У каждой системы есть свои плюсы и свои минусы. Вот что касается президентской формы правления, как правило, один человек имеет всю полноту власти. Да? И этот человек говорит от имени всего общества и принимает решения, направленные, ну, как бы, я не знаю, там, добыча нефти, там, еще что-то, еще что-то. Если мы никаких противовесов не имеем, то один человек, сидя в кабинете, может решить, что мы должны продать энергетику, мы сделать то, третье, десятое. Но в этот самый момент времени мы можем наверняка сказать, что у этого человека нет даже 50% поддержки в обществе. Вот в чем проблема. Это вопрос серьезной легитимности такой системы. То, что предлагает сегодня, ну вот то, что мы предлагали, работая в комиссии, это то, что как раз должно исправить вот эти вещи, исправить эти изъяны системы, сделать так, чтобы мы не возлагали слишком много всего на одного человека. И можно увидеть, что каждый, кто приходил во власть, первый период это, ну, более-менее как вот адекватность, она ведь уходит постепенно, адекватность восприятия действительности. Да? Я сейчас не говорю о каких-то медицинских терминах, я говорю именно... То есть этот кокон закрывается у того или иного президента в разное время, но он по-любому закрывается. Почему? Потому что пробиться альтернативной точки зрения очень сложно, потому что человек может и готов принимать единоличные решения. А когда он готов принимать единоличные решения, к такой формуле власти, да, пристегиваются люди, которым нужно, им очень нужно, чтобы все решал один человек, к которому они имеют доступ. И вот чтобы поменять эту систему,
Мы должны сделать так, чтобы больше значит, весом обладал парламент, который ругают и так далее. Но когда кризисы такие случаются, все люди идут к парламенту. В 2020 году в Абхазии была создана комиссия по конституционной реформе, куда вошли известные юристы и общественные деятели. Взвесив все «за» и «против», эксперты подготовили предложения и направили их президенту. Однако некоторые нововведения, которые обсуждались на недавних парламентских слушаниях, оказались неожиданными для Алхаса Тхагушева. К примеру, право президента распускать парламент и назначать новые выборы, если депутаты трижды отклонят кандидатуры министров. При этом более 1/3 должностей министров остаются вакантными. Институт распуска парламента существует в странах с парламентской смешанной формой правления. При президентской эта норма только усилит позиции исполнительной власти, полагают эксперты. Именно поэтому комиссия в свое время отказалась от этой идеи. Впрочем, есть большие сомнения, что парламент пойдет на этот шаг. Президент позвал всех нас, это 17, если я не ошибаюсь, человек этой комиссии, и мы поговорили, для чего это нужно делать. То есть мы сразу ответили на твой самый правильный вопрос, а зачем это нужно. И вот это все проговорив, мы пришли к общему мнению, то есть была выведена какая-то, какой-то общий знаменатель был выведен, потому что иначе невозможно было бы комиссии работать. И от этого общего мы дальше шли уже к частному. Очень много спорили, много там, что-то предлагалось, что-то отклонялось, в том числе вот этот момент, связанный с распуском парламента президентом. Мы обсуждали, конечно, эту тему, и мы практически всем составом комиссии отказались, потому что в той модели, которую мы в итоге выработали, это был бы еще больше перекос в сторону президента. То есть вместо того, чтобы мы изначально хотели сбалансировать и немножко разгрузить позицию президента и передать эти функции парламенту, вместо этого мы опять вот этим вот нововведением могли бы прийти к еще большему влиянию президентской исполнительной власти. Да? Вот, поэтому мы отказались от этого. У нас было разное мнение в комиссии. И кто-то предлагал, что распуск нужен, кто-то говорил нет. В общем, мы согласились, что сейчас этот распуск нам не нужен. Вот мы так решили. Еще раз говорю, право президента, он это ввел туда. Но теперь я почему назвал этот элемент несущественным? И чтобы он сработал, это нужно... Я, например, не представляю, как это может быть вообще. То, что сегодня было предложено, если, грубо говоря, мы треть министров не смогли согласовать, то тогда президент имеет право на распуск. А вы представляете, что такое треть? Давайте просто цифры. Наверное, 15 министров. На самом деле там не министры, там высшие руководители главных направлений, скажем, в исполнительной власти. Мы назовем их министрами. Вот 15, например, да, должностей. Треть – это фактически 5 должностей. Понимаете? То есть здесь можно, в хорошем понимании, чтобы меня телезрители понимали, манипулировать можно. То есть в политике нужно все-таки играть, понимаете, в хорошем, классическом понимании. То есть депутаты тоже могут, 4 не утвердят, а 5 утвердят. И не будет 30%, то есть это третий, и не будет распуска. Можно будет говорить, наоборот, тем самым могут они исполнительную власть, то есть во главе руководителя государства, все-таки заставлять руководителя государства с ними советоваться больше. И идти на компромиссы. То есть у них есть возможность, вы понимаете, да, вот просто цифры я сейчас сказал, по цифрам. То, что название распуск, что его бояться? С одной стороны, если по механизму его можно и не допустить. Сами депутаты парламента могут не допустить. Мы же избирательную систему не поменяли. Я сторонник все-таки системы избирательной по партийным спискам. Вот реально. Но по партийным региональным, не общим, а по региону. Как бы ту основу, которая есть сейчас в Абхазии, она региональная основа на самом-то деле. Каждый район нам дает определенное количество мест. А я думаю, что надо, чтобы здесь участвовали партии. Кто-то будет говорить нет, кто-то да, но у меня такое мнение. Если таким образом мы придем к власти законодательной, то понятное дело, что нужно исполнительная власть, она будет зависеть от большинства, кто победил или получил мандат доверия. Тогда, конечно, чтобы кризисов не было, когда идут игры такие, у исполнительной власти будет право распуска. Этот механизм работает, он работает в разных странах. Это вот к вопросу
вопросу как раз о качественном составе парламента тоже. Если в политику не будут идти те, кто занимается политикой всегда на профессиональном уровне, то есть не занимается там в специальных организациях, мы их называем политическими партиями, да, это обыкновенная аксиома, то понятно, им сложно в этой политике, то есть политической жизни и так далее. Просто заниматься, ну давайте так, даже общественной работой не занимаешься, приходишь во власть законодательную, тебе тяжело. Это объективно тяжело, но тут не проблема в тех, кого избрали, а проблема в нашей системе избирательной. Мы такую основу заложили, мы ее заложили изначально, менять ее не хотим. Поэтому мы в комиссии даже, вот в комиссии, если уже откровенно, да, мы думали о том, что, конечно же, избирательную систему надо менять. Многие разные мнения. И все-таки я так смотрю, что большинство было склонно к тому, чтобы все-таки смешанная система была избирательная. Там и по мажоритариям как бы были, и по партии отдельно, чтобы были и так далее. Учитывая, что все-таки в обществе, наверное, какой-то настрой такой есть, и мы предложили именно такую модель. Хороша, плоха, она не работала пока, кто это знает. Но мы решили так, раз вот такие системы взаимоотношений, то хотя бы какое-то влияние законодательной власти на формирование высших органов в исполнительной власти, чтобы оно было. На самом деле мы кардинального ничего не тронули. От того, что там чуть-чуть дали возможность парламенту согласовать, мы же не залезли вглубь, не залезли. Но опять же, учитывая то настроение, которое есть в обществе, а настроение мы это видим и в парламенте, правильно же, общество, их избранники, значит, настрой такой, чтобы кардинально не менять. А может быть поменять. Сейчас, например, у парламента есть достаточно огромная возможность для того, чтобы здесь пойти на крупные изменения, там, кардинальные, скажем, революционные, значит, да, реформы и так далее. Согласиться с мнением, которое выразил президент своей инициативы, что-то добавить и так далее. У них возможности сейчас большие. Такое редкое единение, которое есть сейчас, наверное, по этому вопросу, ну, у нас бывает нечасто. Депутаты принципиально против данного положения в массе своей. То есть я не знаю ни одного из коллег, который пришел бы и сказал бы мне, что вот да, я считаю, что это нужно. Ни одного. Может быть, такие есть, но они, по крайней мере, пока официально, публично свою позицию не озвучивали. Потому что считают, что исполнительная власть вмешивается тем самым в разделение ветвей власти, да, и этого допустить ни в коем случае нельзя. И я слышал также мнение экспертов о том, что, наверное, это может изначально привести к тому, что будет создаваться ситуация, которая будет приводить к кризису. Мои коллеги, да, в подавляющем большинстве своем считают, что президент ни этот, ни другой, никакой, никогда в будущем не имеет права распускать парламент. Предположим, парламент трижды отказался утверждать кандидатуру министра, но президент назначил его. На этот случай депутаты вправе спустя полгода выразить министру вотум недоверия, если он, по их мнению, плохо справляется со своей работой. По задумке авторов проекта, этот механизм повысит уровень ответственности министров. В нашей модели было так, что он может продавить это дело, но тогда, если без согласия, без должного количества голосов парламента, этот министр, да, какой-то министр, да, в правительстве, он подвисает. И он должен там за, по-моему, 6 месяцев доказать своей работой, убедить своей работой, что он действительно чего-то стоит. Если нет, то есть он все время в таком подвешенном состоянии. Это дает сильный рычаг давления со стороны парламента. Это дает реальный механизм контрольный за исполнительной властью, да, за тем, что они делают. Там в том числе были такие вещи, которые, ну, мне кажется, прям совсем обязательные. Когда министр, он просто обязан прийти и сделать некое программное заявление. Он должен рассказать, что он видит в своей отрасли. Ну, я не знаю, там, предположим, медицина. Да? То есть он должен рассказать, что он собирается делать, каковы его приоритеты. И тогда у нас часто бывает так, что человека назначают, и все говорят, что этого человека назначили, потому что он лоялен той или иной власти. Как таким образом при таком отборе негативном мы хотим добиться лучшего качества в какой-либо сфере? Да, иногда нам везет, и приходят там какие-нибудь толковые люди.
Но часто, я бы сказал даже сильно чаще, эти люди, ну, мягко скажем, не на своем месте и неэффективны. При формировании, ну сейчас мы говорим членов правительства, мы коллегиальный орган вообще убрали. И президент на это согласился. И не просто там, допустим, что он еще и согласился с тем, что не нужно нам таких, так сказать, должностей, как премьер-министр, там, вице-премьер. Это все, да, именно так и осталось. Но главный элемент был такой. Значит, министры по согласованию с парламентом будут назначаться президентом. Этот элемент он сохранил. А для нас это было самое главное на самом деле. Все остальные, которые прибавки или же урезания, они, ну, может, кто-то скажет, что имеют огромное значение. Я считаю, не имеют существенного значения. На самом деле, самый главный фактор – это то, что все-таки в формировании высших руководителей, скажем так, органов исполнительной власти, наш парламент участие принимает. Такого не было. И до сих пор нет. Вот участие. Можно относиться к нашему мнению с такой критикой, что ну и что, президент все-таки сам их же потом назначит, если даже депутаты будут против. Но мы же указали элемент, что, значит, через какое-то время возвращаться к этому вопросу. Например, какая-то кандидатура не прошла. Так, Президент ее утвердил. так. Понимаете, да? Ну и что, депутаты через полгода этот вопрос подняли. Президент обязан будет его убрать. Я очень вообще плохо представляю себе возможность для того, чтобы такой распуск, который прописан, да, в данных поправках, чтобы он вообще был осуществим. Потому что ну, там очень, скажем так, специфически и много условий должно вот, произойти для того, чтобы президент смог распустить парламент. То есть получается, это 3 раза надо не утвердить кандидатуру министра, и такое неутверждение, скажем так, должно пройти не по одному человеку, а по третьей всех кандидатов, которые представляет президент. То есть, да, давайте, если мы смоделируем ситуацию, вот гипотетически, ну, будет ситуация, допустим, когда вот мы приблизились к вот этой точке невозврата, после которой президент может распустить парламент. Но Народному собранию ничего не мешает в эту минуту, да, вот в конкретный случай по одному министру, то есть пропустить его, а через полгода, так же, как и прописано в этих поправках, вернуться к этому вопросу, и тогда уже президент ничего не может сделать, он будет вынужден снять его с должности. То есть поэтому, ну, на мой взгляд, все-таки очень тяжело себе представить, как президент сможет распустить парламент именно... То есть как это в жизни он сможет осуществить, потому что парламент всегда защищен и имеет ходы и выходы, скажем так, для того, чтобы не попасть в такую ловушку. Но вообще само отношение к этому вопросу, да, даже гипотетически озвучивание, наверное, оно мне не нравится, все-таки это такой ненужный импульс какой-то взаимоотношениям Народного собрания и президента. Я также считаю, чтобы вы понимали, что и президент, вот именно мое мнение, что и Народное собрание не должно обладать полномочиями вводом недоверия президенту высказать. Только, естественно, если он не может исполнять свои полномочия, парламент может принимать решения. Но как вотум недоверия президенту, почему? Его так же, как и парламент, выбирал народ. Да, роль парламента усиливается, и, в принципе, конечно, это нравится, но здесь, понимаете, тут же палка о 2 концах. А нужно ли настолько усиливать роль парламента, это тоже вопрос. Я не скажу, что я против, но у меня до сих пор, да, очень много сомнений и мыслей насчет того, насколько это правильный путь, если мы будем одобрять всех министров. Потому что ну, сегодня мы имеем так, что, допустим, понятно, ну, любой министр, он, если простым языком говорить, да, боится свое начальство, то есть теперь он будет бояться еще 35 человек в стране, и насколько потом, не приведет ли, вернее, это к тому, что депутаты парламента смогут влиять на работу министра не только в позитивном ключе, но и в отрицательном. То есть это все вопросы, которые встают перед нами, и нам надо так или иначе для себя, по крайней мере, каждому депутату необходимо принять решение. Хочет он этого или не хочет. Я склоняюсь к тому, что все-таки это хорошо. Да, потому что очень часто мы здесь сами жалуемся, что мы не можем повлиять ни на одного из министров. Получается, что мы имеем все возможности для того, чтобы не утвердить кандидата
на пост министра, соискателя, да, если у него, допустим, нет какого-то четкого плана развития отрасли, если у него сомнительная репутация и много других факторов, которые позволяют нам принимать решения. И это тоже в целом здорово. Кабинет министров, а следом и пост премьер-министра могут быть упразднены. Это одно из ключевых изменений в предлагаемой модели госуправления. Смысл в оптимизации исполнительной власти, прекращении дублирования работы администрации президента и Кабмина, расширении полномочий парламента. Я один из сторонников этого вопроса. Ну и еще раз повторимся, сколько времени мы говорим в обществе, политические организации, да, общественные организации, что за дублирование администрации президента и кабинета министра, понимаете, да? То есть и вообще многие писали по этому поводу, что вот премьер-министр нужен для того, чтобы как громоотвод, там все шишки на него и так далее. Зачем? Вот зачем? Скажите, пожалуйста, сегодня какие полномочия у премьер-министра? На самом деле... Экономический блок ведет. Да, слушайте, ведет. Все решения принимаются коллегиально. Понимаете как? Вот видите, что происходит. И здесь смысла я не вижу. Смысла не вижу в таких должностях. Вот если, опять же, если менять все, то здесь нет смысла. Но есть глава исполнительной власти. Ему подчинены те же руководители, те же министры. Вот реально они подчинены. И пускай отвечают перед ним. Ну как им отвечать? Перед премьер-министром они не отвечают. Как? Ну а как они отвечают? Кто их назначает и кто их... Ну а как же? Тут же прямое, допустим, подчинение, правильно же? И прямая ответственность. Значит, с работой не справляются. Ну что стесняться, что работать, уходить. Президент, тем более, что президент, если вот в той системе, которую мы предложили, она заработает, да, в любом случае президент будет видеть, что работы нет, а еще и парламент отсюда будет, так сказать, поднажимать, скажем так, куда деваться. Не справляется, ну что, надо менять. Что вот такого? Не менять. А не говорить о том, что кабинет министров там не проследил там, и так далее и тому подобное. Тем более, вот оно, дублирование не нужно. Не нужно. Есть одна исполнительная власть, вот она. Кто-то говорит, что укрепляется власть президента. Да не так оно. Она и так, какая есть, такая и что поменяется? Только согласование с парламентом. А на самом деле она же есть. Сегодня-то власть-то исполнительную возглавляет президент. Как возглавлял, так и возглавлял. Наоборот, на нем нагрузки больше еще будет. Если уже откровенно сказать, будет нагрузки больше. Ему нужно будет думать о министрах. Сейчас как будто бы о них думает премьер там и кабинет министров, а думать нужно будет президенту страны. Потому что напрямую они отвечают за свое направление сами, но и понятное дело, что и он отвечает. Скажите, а вот он президенту не должен быть указан? Ребят, это почему бы и нет? Опять же, здесь же система сдержек, противовесов. Пожалуйста, у депутатов это есть. Тем более, что они это использовать сейчас будут. Они могут, значит, предложения свои вносить. Конечно же. Конечно. Тут не может быть, чтобы, знаете как, палка же тоже двух концов, правильно же? Не может быть, что один получает возможности, а другой не имеет возможности. Нет, они должны быть какие-то сдерживающие возможности друг друга. Я приверженец, значит, парламентской формы управления. Я тяготею, считаю, что это было бы большим благом. Но, к сожалению, как бы будучи реалистом, я понимаю, что большинство, и в том числе в этой комиссии, ну, как бы считало, что это вот такая сакральная фигура президента для нас, для нашего народа, что она должна остаться. То есть это гарантия чего-то, чего не знаю, но так считают люди. Я уважаю это мнение. И если мы говорим о позиции премьера, то это предполагало, ну, как бы сама идея предполагает удаление лишних ненужных структур. В этом есть смысл, но я, например, вот когда говорил про административную реформу, это как раз в рамках административной реформы можно было бы делать. Но почему я голосовал за эту модель? Потому что она как бы навязывает, да, всему политическому классу и нынешней власти, и, возможно, какой-то будущей завтра власти, что этот параллелизм и это избыточное чиновничество, да, и вот все эти вещи нужно убирать. Премьер-министр в нашей ситуации это как бы коллегиальный орган, что важно, понимаете, то есть почему люди, например, сразу как бы начали, ну, высказывать опасения. Потому что, вот поймите, это ключевой момент. Да? Президент, сидя в кабинете, может принять любое решение в нашей стране. Премьер-министр не может так сделать. Потому что он
является частью коллегиального органа. Поэтому у нас проходят заседания Кабмина, где разные вопросы выносятся, и там расширенные заседания, и не расширенные, но, как правило, все эти вещи, они публичные, как правило. То есть люди забеспокоились правильно, да? Они правильно забеспокоились. В данном случае, это верное решение. Но когда мы говорим о том, что мы хотим усилить роль парламента, вот парламент как раз вот все эти вещи может и должен взять на себя. То есть, если мы вспомним предвоенное время, да, видео, которые там сейчас даже молодые могут видеть где-то там в интернете, в Ютубе, ты посмотри, Лена, когда приходили министры, причем это же было время, когда здесь было еще внутреннее противостояние, грузинская фракция, абхазская фракция и так называемая русскоязычная, по-моему, я не помню как, да, вот куда входили там армяне, русские, греки и так далее. И туда приходили на заседание Верховного Совета, да, что явная форма ближе к парламентской. То есть она как бы несколько гибридная, но это все же, это точно не президентская форма правления, вот прямо ни разу не президентская. И эти люди, неважно, эти министры, абхазы, грузины и так далее, несмотря на это противостояние, которое фоном тоже было, мы знаем, что привело в итоге к войне, они как школьники стояли и отчитывались, и на каждый вопрос людей они это делали. Сейчас мы что-то подобное, да, в этой модели заложили, чтобы это не было в одну калитку, когда президент что захотел, то он и сделал. И я вам скажу, что когда у нас была вот та форма, да, ближе к парламентской, ну давайте вспомним, чего мы добились тогда и чего мы добились сейчас. Тогда мы предвоенную ситуацию мы выиграли фактически, мы повернули, хотя все было против нас, да, мы повернули ситуацию так, ну там понятно, что гений политический Владислава, но не только. Сама система была очень прозрачной, открытой, все дебатировалось. Войну мы тоже не проиграли, это же факты, да? Как угодно можно относиться. Послевоенные первые годы у нас не было президента, и мы, справляясь с жесточайшими какими-то обстоятельствами, мы опять же справились. И что случилось, когда у нас появился этот великий пост президента? Ну, фактически царя по нынешней конституции, которую некоторые люди считают, что ее не нужно трогать. У нас все стало лучше? Я сомневаюсь. Для нас важно, чтобы был баланс. Вот суды, парламент, президент, да, исполнительная власть. Чтобы не было вот этого перекоса. Когда не будет перекоса, наша страна может задышать по-новому. И мы, наконец, сможем увидеть реальную политическую конкуренцию не только в день выборов или перед выборами, но вообще весь период. И мы сможем увидеть ответственные решения, и что за эти ответственные решения политики отвечают. Почему большая апатия у нас в обществе по поводу политики, выборов и всего этого? Потому что люди приходят, они что-то говорят, они наболтают с три короба, а потом не выполняют. Или вообще делают прямо противоположные вещи. И с таким отношением, как мы добьемся лучшего качества в стране? Никак. Поэтому вот когда мы перенастроим систему, сама перенастройка сразу, вот это не волшебная палочка, она не сделает всю жизнь сразу прекрасной. Но это позволит нам двигаться в правильном направлении. Идея, конечно, с упразднением должности премьер-министра, она вызвала очень много интересных разговоров, да, диалогов, и многие коллеги выражают диаметрально разные противоположные точки зрения. Есть кто считает, что нам необходимо, чтобы пост премьер-министра оставался. Во-первых, он всегда идет, скажем, в помощь президенту. И помимо этого, я уже озвучивал это однажды, что в случае, если в стране возникает какая-либо критическая ситуация, президент страны имеет возможность сбить определенный отрицательный накал, допустим, заменив премьер-министра. Да. Если помните, у нас раньше бывали еще народные волнения, да, которые приводили
Кто-то считает революциями, кто-то считает переворотами. Сейчас я эти оценки здесь не хочу давать. Но были требования в том числе, да, сменить, допустим, премьер-министра. То есть, да, была возможность выйти тогда из этой ситуации. И вот многие считают, что в этом ключе у президента должна оставаться возможность. А некоторые коллеги, которые выступают категорически против данного законопроекта, они указывают уже на свои аргументы. И, честно говоря, эти аргументы тоже не безосновательны. Они говорят о том, что нам уже необходимо уходить от дублирования, которое есть сегодня в администрации президента и в кабинете министров. Вот. Другой вопрос, многие ставят вопрос о том, может быть, следует все-таки упразднить администрацию президента, оставить ее до нескольких человек, да, кабинет министров оставить, ну, также он будет, естественно, подотчетен президенту, но именно в такой форме. И этот вопрос, на самом деле, он обсуждается, и мнения здесь разные, и многие коллеги считают, что это позволит уйти от раздутого чрезмерно чиновничьего аппарата, уменьшить количество чиновников. Помимо этого, это позволит упростить документооборот, ускорить его. И эта мысль, она на самом деле логична, понятна, и трудно с ней спорить. В действующей Конституции вице-президент нужен на случай болезни президента, его отпуска или смерти. Весьма скромная роль для второго лица в государстве. Поэтому много лет ставится вопрос о том, зачем нужен этот пост. Предлагается оставить вице-президента в новой структуре исполнительной власти, но с поправкой, что он станет полноценной политической фигурой, а не исполнителем отдельных поручений президента. Убирая позицию премьер-министра и Кабмина, мы как раз добавляли полномочий вице-президенту. В этой конструкции все же это полноценная такая политическая фигура. Что тоже нужно понимать, что выбрасывая что-то, это так не происходит, что ты выбросил, да, убрал что-то и никак не сбалансировал эту ситуацию. Так не бывает. То есть, понятно, мы обсуждали вот эти моменты очень подробно. Все время звучит, зачем нам нужен вице-президент? Ну, смотри, опять же, в той системе, в той модели, которую сейчас имеем, действительно люди имеют право задавать вопрос, потому что, действительно, когда-то была вот эта чумная история, типа вот гудауцы, очемчирцы. Не знаю, мне кажется, мы как общество уже, выросли, этот маразм, вообще говоря, никому особо не нужен. Мы большинством все-таки решили, что эта должность останется. Какие были аргументы? Опять же, понравится кому-то, не понравится. Да? Первый момент. Все-таки традиция какая-то уже сложилась. Хороша, плоха, но людям это привычно. Поэтому была идея, что вот есть какая-то традиция, что есть президент, есть и вице-президент, и две должности избираются. Понимаете, да? Вот такого рода традиция сохраняется. Хорошо, один момент. И второй, еще были аргументы такие. В принципе, я с ними согласен. Например, давайте маленький момент такой. Президент – это то же самое работник на самом-то деле. То есть он работает, он возглавляет высшую должность, он работает, он у нас, так сказать, тоже трудящийся, можно назвать, да, и так далее. У него есть право на отдых, понимаете, да? Там ежедневный, там, ежегодный, там, и так далее, и тому подобное. В это время его кто-то замещать должен. Это просто первое. Второе, слушайте, это физическое лицо, оно может болеть, по уважительным причинам отсутствовать, кто-то должен его заменять. То есть в этом, конечно, можно придумать механизмы, что нет вице-президента, там, допустим, замещает или исполняет обязанности президента там какое-то должностное лицо. У нас такие тоже были идеи. Но все-таки с учетом одного, второго, третьего мы решили, что эта должность пускай будет. У нас были даже такие мнения, сейчас расскажу. Вот, допустим, в некоторых странах, да, в тех же Соединенных Штатах, там есть президент, вице-президент. Помните, да, есть такое. Но есть такой элемент, что если вдруг президента не стало, там, умер, отставка там, и так далее, значит, и его полномочия до окончания срока президентства исполняет вице-президент. У нас даже и такая была идея предложена, но мы на это даже не согласились, мы такое не предложили. Хотя это интересно, я с ней тоже был согласен. Почему бы и нет? Вот на 5 лет мы избрали президента вместе с вице-президентом, мы же команду избрали. Хорошо, что-то случилось. Еще раз, по разным вариантам президент не может исполнять свои обязанности. И пускай дальше уже. Что опять заново начинать выборы, и так далее, и тому подобное. В нашей системе. То есть и такое у нас было. Поэтому мы
решили, что оставим эту должность, но в той части, что все-таки он будет замещать президента. И его полномочия определять нужно законом. Пост вице-президента необходимо оставить. И мое мнение, оно заключается прежде всего в том, что я, наверное, считаю, что нам все же нужен некоторый этот региональный баланс. Да, это нужно. Может быть, об этом надо меньше говорить, хотя получается, что я сейчас об этом говорю, но соблюдать все же нужно. Вот мое мнение такое. Ну, по крайней мере, как я понимаю, в проекте указано, что все-таки это будет полноценная политическая фигура, да, а не так вот. Да, там усиливается его роль, несомненно. И опять же, в действующей Конституции как вице-президент он выполняет отдельные поручения президента, насколько я понимаю. Если как-то это будет более конкретизировано, это хорошо. Потому что мы понимаем, что по сути все зависит от фигуры вице-президента. Если это будет достаточно сильная фигура, она сможет приобрести больше полномочий просто в результате какого-либо консенсуса, особенно, естественно, перед выборами, когда будут переговоры, естественно, между кандидатом в президенты и кандидатом в вице-президенты для того, чтобы он поддержал его кандидатуру. И наверняка будут какие-то обещания уже между ними о том, какие сферы могут быть поручены данному конкретному кандидату в вице-президенты. Изменения в Конституцию, касающиеся перераспределения полномочий между президентом и парламентом, не следует примерять к конкретным политикам, напоминают эксперты. Если так случится, что новая модель власти будет одобрена парламентом, то заработает не сегодня. Вопрос, который встает на сегодняшний день, это того, не делается ли это под человека, под определенного человека. И я не спорю, наверное, по крайней мере, такие сомнения, они имеют право на существование. Я бы совершенно не хотел идти именно в этом ключе. Я бы рассматривал все-таки так, что даже если мы принимаем данные поправки к Конституции, может быть, это и хорошо было бы, да, но все-таки уже действовать они должны, наверное, позже, после уже с президентских выборов. Во-первых, если мы будем принимать сейчас для того, чтобы успеть, да, то получается, что ряд коллег, которые в принципе не против нововведений, они будут видеть в этом именно политический подтекст и будут выступать против. То есть мы губим в какой-то части проект. Я бы этого тоже не хотел. Да. Может быть, отсрочить его именно вступление в силу, но принять его насколько возможно быстрее. Потому что редко, когда на самом деле, наверное, бывает такой шанс, что исполнительная власть дает возможность законодательной власти со своего согласия где-то в чем-то себя ограничивать. Да, и хотелось бы, наверное, воспользоваться этим моментом, но опять же, точно не хочется того, чтобы это было воспринято именно как какое-то политическое действие перед выборами. Коллеги, которые не хотят спешить, допустим, с принятием данного законопроекта, они указывают на то, что в документе, присланном администрации президента, в проекте закона, там ниже также указывается количество законов и нормативно-правовых актов, в которые нужно будет вносить изменения. Там 127, если мне не изменяет память, документов. Вот. И насколько мы можем себе позволить сегодня принять данный законопроект, не изменив эти 127 проектов. Мы обсуждали с администрацией президента этот вопрос, насколько мне известно, пока работа не велась. Да, вполне возможно, сейчас в усиленном режиме начнется, но 127 проектов, 127 законов, которые мы должны будем принять. Да, и это не может быть, наверное, просто, не может быть, наверное, быстро. Изменение такого рода, то, что мы предложили, то, что предложил президент, оно влечет и изменение многих законов в нашей стране. Десятки точно, там десятки, 20, 30 законов, это точно. Поэтому, а это не быстро. Любой закон изменить, внести, запустить, и потом, допустим, надо же подготовить, чтобы это отношения сработали четко. Закон будет эти отношения регулировать. Поэтому это не так просто. Если давайте даже теоретически, вот сейчас мы с вами пообсуждаем, я думаю, что телезрителю, хочется услышать в теории, а как это может быть на практике, да? На самом деле, я так понимаю, что это где-то через 8-9 месяцев, 10, наверное, что-то произойдет. Я так понимаю.
Потому что 6 это только то, что нам 6 месяцев, это то, что закон говорит. Но это же все растягивается. Поэтому это, скорее всего, растянется еще дольше. Это, во-первых, к чему-то придут. А дальше, потом нужно, понятное дело, что параллельно изменения в законы будут вноситься. Но все-таки в изменениях в Конституцию будет заложено, в этих изменениях еще и такие элементы будут заложены, что эти изменения будут вступать в какой-то период времени. Я так понимаю, что это будет не раньше, чем через не эти выборы президентские, а другие даже выборы. То есть мы уходим на сроки более 5 лет. В парламенте намерены работать над президентским проектом закона с учетом рекомендаций, выработанных Конституционной комиссией. При этом есть запрос на то, чтобы весь процесс был открытым. Был разговор, что, если мы что-то надумаем, то мы, собственно, вам об этом сообщим. Да? Какие-то изменения и так далее, потому что это авторство комиссии, да, вот того документа, который мы, наработали за довольно большой срок работы этой комиссии. Я хочу поблагодарить всех членов этой комиссии. Было достаточно интересно, и споры были жаркие, и все такое. Но нужно понимать, что 17 человек, не могут они договориться так, чтобы всем все нравилось. Нам, конечно, многим что-то не нравилось, но мы поняли, что это все же лучший выход для нас, что мы убираем параллелизм во власти, и так далее. Там сама, собственно, модель, которую мы предлагали, она предполагает, из нее проистекает, проведение административной реформы. То есть конституционная реформа – это когда мы изменяем баланс ветвей власти, а административная реформа – это когда мы органы государственного управления тоже видоизменяем, которые, собственно, должны все эти нормы Конституции блюсти и нести в народ. Да? За нашей моделью вы можете знать, что есть 17 человек. Это был публичный, открытый процесс. Теперь, когда мы говорим о том, что туда внесены такие якобы незначительные изменения, на самом деле это изменения, которые рушат всю систему баланса. То есть они перечеркивают всю работу нашей комиссии. Но мы в этом случае не знаем авторства. И это тоже очень странно, понимаете? Назовите нам людей, которые предлагают, чтобы они как-то аргументировали. Это все спрятано за ширмой. И это тоже меня лично очень сильно напрягает. Я считаю, что это крайне неправильное действие. Если вы начинаете процесс как некое публичное политическое действие, да, процесс работы этой комиссии, и общество желает знать, и все члены комиссии реагируют, то потом, когда вы вносите эти изменения, это все под сукном, это все происходит не публично. То есть кто-то почему-то как-то решил. Друзья мои, если это публичный политический процесс, выйдите на свет Божий, да, и расскажите нам, почему вы так думаете. Вы должны отстоять свою позицию. Я тоже был в комиссии и до этого в комиссии. У нас не получалось. Что такое не получалось? Не было инициативы президента об изменениях. Нынешний президент на это пошел, это смелый шаг, повторю, еще раз скажу, что смелый реально, потому что изменение это всегда непонятно, что может быть. Оно будет к лучшему, а может быть к худшему. То есть может быть имя остаться в хорошем понимании, а может наоборот, кто-то скажет, ой, неправильно он сделал. Но шаг этот сделан, и сделан был в 2022 году. То есть уже запущен механизм. Этого не было ни разу. И я надеюсь, я вообще-то и уверен в наших, так сказать, законодателях, в высших органах власти, что все равно к чему-то придут. А не прийти сложно. Да, понятно, кому-то не нравится вот этот элемент новый, который был введен с точки зрения распуска и так далее. Это уже право президента, он это сделал. Но то, что комиссия поработала, идеи заложила, дала, и президент это использовал, слушайте, действительно, тогда хвала комиссии. На самом деле это прошло. Если бы президент вообще бы ничего не использовал, то есть, понимаете, то есть наша работа бы, как говорят, грош цена работе. А здесь не так. То есть элементы интересные, они остались. Тем более, что мы же заявили об этом. Информация есть у законодателей, они могут же это использовать. Понимаете? Поэтому я понимаю, к чему вы говорите. К тому, что все-таки им, может быть, некоторым членам комиссии не нравится, что говорят, что от вас, и как бы распуск тоже от вас, да, и так далее. Надо просто объяснять, это же информация, мало информации. На самом деле надо больше информации продавать, и тогда люди, общество, те, кто слушает, кто все-таки занимается общественной деятельностью, будут знать, что, допустим,
Комиссия имела свой проект. Президент использовал, добавил свое, ну и так далее. Это работа. Народное собрание работает именно с тем проектом, который прислала администрация президента, потому что этот проект зарегистрирован. Сама комиссия, она, ну, как вы знаете, не обладала правом законодательной инициативы, и все делалось через администрацию президента. Но, и, разумеется, коллеги, и уже интерес вызвало у многих именно тот проект, который был предложен комиссией рабочей. Вот, и его тоже будут изучать, и кто-то из коллег вполне возможно в качестве поправок предложит какие-то инициативы, которые были прописаны в первоначальном проекте рабочей комиссии. Вот. Насколько он претерпел изменения, ну, есть изменения, конечно, да, они немаловажны, кое-что не вошло в данный проект, но в целом я могу сказать, что база, конечно, та же самая. Для проведения конституционной реформы требуется 2/3 голосов депутатов. Каждая поправка отразится на развитии страны. Поэтому общество ждет от депутатов активной и взвешенной работы по изменению конфигурации всей политической системы страны.